Хобби как профессия. Впервые в Сухуми прошел фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел руками женщины с участием мастеров декоративно-прикладного искусства, народного творчества, ремесленниц, дизайнеров, художников и представительниц других творческих направлений. Организатор фестиваля – Торгово-промышленная палата Абхазии. Репортаж Алики Трапш. Парк «Свобода» превратился в площадку для мастеров рукоделия. И это неудивительно, ведь впервые здесь проходит фестиваль руками женщины. Более 50 мастериц из разных районов Абхазии представили широкой публике свои уникальные изделия ручной работы. У посетителей выставки буквально разбегались глаза от разнообразия представленных работ. Здесь изделия из дерева, керамики, шерстяные вещи, картины, женские аксессуары из стекла, бисера, яркие композиции из цветов и многое другое. Асида Ахуба на фестивале продемонстрировала свои эстетичные будуарные куклы. По специальности Асида экономист, но вот уже 4 года, как оставив работу, она вплотную занялась изготовлением авторских кукол. Теперь хобби стало ее профессией. Многие куклы Асида Ахуба живут в частных коллекциях по всему миру. Каждую работу леплю индивидуально, не использую никакие формы или шаблоны, поэтому, соответственно, работа получается в единственном экземпляре. Они у меня бывают разных коллекций. Коллекций было множество на самом деле. Вот последняя моя коллекция «Мечты у моря» – это какая-то очень маленькая часть, сегодня тут представлена. Опять-таки, к сожалению или к счастью, у меня нет дома ни одной работы, потому что они уже у коллекционеров. И даже сегодня я просто просила своих подруг, друзей, у которых живут они. И вот они прибежали, и у нас сегодня опять встреча с ними. Еще одна рукодельница, Наталья Ромуль, вот уже 5 лет занимается изготовлением дамских сумочек. На это занятие ее сподвигла подруга. Она сказала: Наташа, я хочу вот такое, ты можешь сделать? Я сказала: давай попробуем. Я сделала, ей понравилось, и как-то само по себе пошло. Непосредственно, чем я занимаюсь, я делаю сумочки ручной работы из ткани на фермуаре, пришивные, вот такого плана. В основном сумочки на выход, то есть такое более праздничное и вот такого плана. Но это все под заказ, то есть это надо выбирать ткани и так далее. Это достаточно увлекательный процесс, момент. Там девушки выбирают наряды, и им под этот наряд я делаю сумочку. Гостям фестиваля народно-художественных промыслов и ремесел руками женщины была представлена возможность не только увидеть уникальные вещи, сделанные руками талантливых женщин, но и приобрести их. По словам организаторов праздника, цель фестиваля – популяризация народных художественных промыслов и ремесел, возможность представить многонациональное богатство товаров и услуг, производимых женщинами Абхазии, сохранить материальное, духовное и культурное наследие и привлечь внимание к истокам самобытности женщин, представительниц народов, проживающих в Абхазии, а также помочь женщинам стать более социально активными. Планируя и претворяя в жизнь данный проект, Торгово-промышленная палата прежде всего ставит цель – это поддержка женского предпринимательства. Это лучшие механизмы гендерного равноправия. В первую очередь это даст возможность для творческого развития. Это бизнес-площадка, которая предоставлена, и возможность наладить деловые и личные коммуникации с представителями власти, бизнеса, познакомиться, найти для себя новых друзей, поделиться опытом, возможно, и раскрыть какие-то свои секреты вашего творческого мастерства. На фестивале, в котором принимают участие исключительно женщины, невозможно было не заметить столик, у которого стоял молодой человек и охотно рассказывал и показывал гостям изделия. Это Арутан Читанава. Он решил выставить декоративные изделия, сделанные его матерью, Лейлой Бичвая. В нелегкий период пандемии, когда все оставались дома, так называемый stay home, в этот период мама открыла для себя новое занятие, которое переросло в небольшое дело. Я просто решил создать бренд под названием Лейла в честь ее имени, и мы решили организовать вот такую вот студию в рамках дома. Здесь есть изделия, начиная от песка, известняка, цемента, кончая до керамики. Все зависит от модели. Гости и участники фестиваля руками женщины отмечают, что данное мероприятие позволяет увидеть, как много увлеченных трудолюбивых женщин, которые с успехом реализуют свой яркий потенциал. В планах у организаторов их объединения в единый профессиональный союз. Алика Трапш, Михаил.